В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Якутия занимает одно из первых мест в инвестиционных проектах со стороны японских компаний. Об этом по итогам встречи с временно исполняющим обязанности главы республики Айсеном Николаевым сообщил глава Банка Японии для международного сотрудничества господин Тадаси Маэда. Якутия является самой большой на Дальнем Востоке и имеет высокий рейтинг от международных зарубежных агентств. Поэтому республика занимает одно из главных мест в инвестиционных проектах со стороны японских компаний. Важно обратить внимание на проекты, касающиеся улучшения качества жизни людей и те высококвалифицированные услуги, которые может предложить Япония. В частности, по переработке мусора и тепличному хозяйству, сказал господин Тадаси Маэда. Что касается тепличного хозяйства, Российско-японский инвестфонд рассматривает выделение 700 миллионов рублей на расширение комплекса «Саюри». Это касается третьей очереди проекта. Также ранее стало известно, что Фонд развития Дальнего Востока будет финансировать вторую очередь в размере 300 миллионов рублей. Сейчас разрабатываются возможности создания соответствующих условий работы по якутским проектам через Внешэкономбанк, а также варианты выделения кредитования правительства Якутии. Мы прорабатываем сейчас вопрос о финансировании расширения территории хозяйства. Помимо этого, мы работаем активно по проектам через Российско-японский фонд инвестиций. Здесь речь идет о финансировании и финподдержке, в том числе якутских проектов, отметил господин Тадаси Маэда. Помимо этого, японской стороной рассматриваются возможности финансирования проектов по созданию компактных мясоперерабатывающих заводов, оборудования и ветряных установок. Эти проекты могут стать как проектом прямого финансирования или кредитования в адрес республики, так и финансированы через Внешэкономбанк. Более 470 миллионов рублей будет дополнительно направлено на субсидирование пассажирских авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно. Эти средства позволят перевести более 40 тысяч пассажиров льготных категорий. Для дальневосточного региона транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов, без решения которого невозможно полноценное развитие региона. Мы добиваемся включения многодетных родителей в льготную категорию лиц. Также идет работа по расширению сети субсидируемых маршрутов как внутри Дальнего Востока, так и в западную часть страны, сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. В 2018 году на субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград из федерального бюджета выделено 3,8 миллиардов рублей. Из них 2,8 миллиардов рублей для Дальнего Востока. На Дальнем Востоке запустили чат-боты для консультирования инвесторов. Корпорация развития Дальнего Востока запустила в мессенджерах Viber, Telegram и в социальных сетях Facebook и ВКонтакте сервис по поддержке резидентов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток. В режиме реального времени пользователи могут получить информацию о наличии земельного участка под проект, этапах подготовки и сроках сдачи инфраструктуры, узнать все о налоговых льготах и преференциях, а также получить исчерпывающие данные обо всех услугах, предоставляемых корпорацией развития Дальнего Востока. Множество вопросов теперь можно решать прямо в смартфоне, без визита в офис корпорации и составления запросов, говорится на сайте Минвостокразвития. Новый сервис ускорит обратную связь. Получать информацию от ботов могут также потенциальные резиденты и все заинтересованные. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Напомню, проектом предлагается повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году. Пенсионный возраст также предлагается увеличить с учетом переходного периода для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно. Так, для лиц, проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местностях и имеющих страховой стаж не менее 25 лет, для мужчин и 20 лет для женщин предусматривается повышение льготного пенсионного возраста с 55 до 60 и с 50 до 58 лет.
Банк России во втором квартале 2018 года впервые выявил поддельные 2000-е купюры. Всего таких 16 штук. Фальшивых купюр номиналом 200 рублей пока не выявлено. Лидером по количеству подделок стала 5000-я банкнота. Поддельных обнаружилось более 6000. Купюра номиналом 1000 рублей была подделана более 2000 раз, а 500-рублевая – 168. Также за минувший квартал Центральный банк выявил 556 подделок долларов США, 46 случаев подделок евро, 13 фальшивых китайских юаней и 2 подделки фунтов стерлингов. За время чемпионата мира по футболу в России туристы оформили tax-free на покупки стоимостью почти 1 миллиард рублей. Большая часть покупок принадлежит гражданам Китая. На втором месте представители Мексики, на третьем – Германии. Основной объем чеков tax-free прошел через таможенную службу аэропорта Шереметьево. Аэропорты Домодедово и Пулково заняли второе и третье места соответственно. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.